Завершается благоустройство микрорайона Шордор-2 в столичном поселке Верхняя Максаковка. Ежегодно власти вводили в эксплуатацию по одной улице, осталось 5. На карте эти улицы давно есть, на деле строить их начали только в марте. Дорожные работы завершат осенью. Какие еще новшества появятся в Максаковке, расскажет Наталья Юрина. Автомобильная дорога, тротуары, канавы и освещение в рамках одного проекта благоустройства второго Шордора в Максаковке длилось около 10 лет. В этом году приведут в порядок 5 улиц – Пешеходную, Бирюзовую, Тихую, Родниковую и Морошковый проезд. Общая протяженность – 2 с небольшим километра. Вырубили, просеки под трассы автомобильных дорог, сделали отсыпку. Сейчас ведутся работы по освещению, установка опор освещения и устройство тротуаров под асфальтированием. Первое время будет грунтовая дорога, а через года 2-3 после завершения строительства участков, думаю, можно будет вернуться к разговору об асфальтировании всего поселка. В другом микрорайоне Максаковки Яккар появится газ. До этого здесь было газифицировано только 2 линии, еще 7 нуждались в голубом топливе. Газопровод начали строить в июне. Общая протяженность почти 17 километров. У жильцов более 400 новых домов появится возможность подключиться к трубе. Проблема старая. Долго не могли начать строительство следующих линий газопровода в связи с ошибками в проекте. Сейчас эта ошибка исправлена. Тот участок, который не мог быть отдан под газопровод, он обойден. Появился новый, естественно, проект. И, безусловно, мы видим, что реализация пошла динамичнее. Работы ведутся параллельно. В одном месте подрядчик роет траншеи, в другом под дорогой прокладывают трубы. Подключатся от Краснозатонского газопровода. Дальше ветку будут тянуть к Шордору. В первый этап строительства вложат 90 миллионов рублей. По каждому микрорайону индивидуальной жилой застройки есть планы по строительству дорог. В первую очередь это, конечно, дороги. В первую очередь дороги, тротуары, освещение и газ. Поэтому мы рано или поздно все равно все придем в каждый микрорайон и построим везде инфраструктуру с помощью республики. С развитием инфраструктуры появляются и новые рабочие места. Завод по производству топливных брикетов открылся всего неделю назад. Пока на предприятии работает 15 человек в одну смену. За 8 часов производят 16 тонн. С наращиванием объемов смен будет 3. У нас производительность завода 40 тонн в сутки, если в суточном режиме работать. Дальше больше 46 тонн. Мы начали участвовать в тендере в одном поставке этого сырья, не сырья, а продукции нашей, в Летку, в Обьячево, туда, на Котельной. Тендер там объявлен, мы участвуем в тендере. Дальше, в Московской области, Ленинградская область, там будем участвовать. Обновляют в Максаковке и культурные объекты. Модернизированный второй филиал библиотеки распахнул свои двери пару месяцев назад. Дизайн разрабатывали сами. На преображение книжного дома потратили более 1 миллиона рублей. Купили мобильные стеллажи, технику, сделали ремонт, закупили новые книги и игры. Это еще не полная коллекция, да, что-то у нас пока в запасниках, просто это не поместилось. Мы пока не все сразу, чтобы был некий сюрприз. Книги тоже еще не все расставлены, потому что это, вроде я говорю, 500, да, по сравнению с 1000 это немного на самом деле. Это, допустим, полностью стеллаж. В Максаковке модернизируют и спортобъекты. На стадионе, который открывали год назад, появились трибуны, проложили канавы для отведения воды. Зимой здесь появится новая площадка для досуга. Наталья Юрина, Артем Соколов, телеканал Юрган.